Уже в 12-й раз собрался в Туве фестиваль живой музыки и веры. Носит название Усту-Хуре по имени расположенного неподалеку возрождающегося буддийского храма. Здесь около 700 участников, причем не только тувинцев. Я здесь видел даже темнокожих, видимо, африканцев, людей из Северной Европы. В общем, приехали из разных стран мира. Пойду знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вы, говорят, из Башкирии? Да. Группа Аргамак? Аргамак. Аргамак. Надо так зажимать. Он... Да, это черный вороной конь. А, черный вороной конь называется Аргамак по-башкирски. Да. Нам уже год. Только Мы год. совсем молодые, вот, и это наша как бы первая поездка такая далекая. Ага. Можете какой-то исполнить, да, фрагмент? Здорово. Надеюсь, что ваши способности будут оценены. Достойно. Спасибо. А как называется группа ваша? Бургай. Что это означает? Означает колокольчик. Звук колокольчика. А что это у вас за инструменты? Расскажите. Игиль называется. Игиль? Да. Щипковый или смычковый? Ну, это тувинская сестра балалайки, да, видно? Брат. Ну, это барабан. Кенгирге. 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 Да. Ну, сыграйте что-нибудь. Конечно. Про что это было? О, про лошадь. Про лошадь? Про лошадей наш. Ну, тувинские самые быстрые, конечно. Маленький, быстрый. Маленькие и быстрые. Я желаю вам доскакать до финиша, во всяком случае, в числе первых. Фестиваль Усту-Хуре уступает по размаху и популярности многим другим. Но в этом есть и свой плюс. Фестиваль начисто лишен гламурности. Сюда добираются своим ходом иногда за тысячи километров только те, кто бесконечно предан музыке, и это рождает здесь особую атмосферу. У каждого есть шансы себя показать и коллег по цеху послушать. Про горные лыжи не подумайте, ребята, что судьбою обижен. А закрывает фестиваль выступление государственного конного духового оркестра Тувы. Этой красивой традиции, между прочим, уже скоро 100 лет. Впервые эти замечательные музыканты верхом на тувинских лошадях сыграли марш в 1921 году. В начале 20 века Тува трижды поменяла государственный флаг. Сначала она была далекой окраиной Поднебесной, потом провинцией Манчжурии и, наконец, стала самостоятельной единицей. Потом тувинцы рассудили, что под опекой русского царя выжить им будет легче, и Тува стала российским протекторатом. А в 1944-м пошла в состав СССР.